Здравствуйте, уважаемые друзья! В предыдущей лекции мы рассказали о 3 темных веках, 15-17, в истории осетинского народа и привели те незначительные источники, по которым мы можем судить о состоянии его языка в этот период. Однако в XVIII веке ситуация начала постепенно меняться. Начиная с 40-х годов русско-осетинские отношения, носившие до этого эпизодический характер, становятся стабильными. Установление прочных связей входило в интересы как Осетии, так и России. Для осетин протекторат мощной Российской империи обеспечивал защиту и возможность получения свободного доступа для торговли на равнинные территории, а также создавал перспективы включения в состав Осетии предгорных земель. С другой стороны, важное военно-стратегическое положение Осетии на Кавказе не могло не интересовать стремившуюся укрепить свое положение в регионе Россию. В 1750 году в Петербург прибыло осетинское посольство с просьбой о присоединении Осетии к России. В результате переговоров предгорная равнина Центрального Кавказа, бассейны рек Ордон и Феокдон были признаны вольными и свободными, что позволило осетинам на законных основаниях переселиться в эти районы. Кроме того, осетинам было разрешено беспошлинно торговать в Кизляре и Астрахани. Таким образом, хотя посольство и не достигло основной цели присоединения Осетии к России, оно сыграло огромную роль в дальнейшем политическом, экономическом и культурном развитии Осетии. В результате реализации этих договоренностей уже в 1763 году осетины начали переселяться к русской пограничной линии около урочища Моздок, рядом с возводившейся русской крепостью, ставшей основой новой Моздокско-Кизлярской пограничной линии. Для размещения сотен русских офицеров и солдат, а также их семей, были созданы станицы, а сам Моздок пополнялся местными жителями, в основном осетинами и кабардинцами. После поражения Турции в войне 1768-1774 годов Россия смогла более активно проводить свою политику на Кавказе, и астраханскому губернатору было поручено провести русско-осетинские переговоры по вопросу о присоединении Осетии к России, которые состоялись в октябре 1774 года в крепости Моздок. Осетинская сторона представила свои условия вхождения в Российскую империю, а именно переселение осетин на предгорные равнины Северного Кавказа, предоставление им свободного проезда на русские территории, обеспечение свободной торговли и присылку, как было выражено, достойной команды. Переговоры закончились успешно, и в октябре 1774 года было достигнуто соглашение о присоединении Осетии к России. Это событие открыло новую страницу в истории осетинского народа и его языка. И хотя проникновение русского языка в Осетию началось немного раньше, в частности, благодаря деятельности православных миссионеров и обучению осетинских детей в школе, открытой в 1764 году в городе Моздоке, активным распространение русского языка стало после присоединения Осетии к России при посредстве русских солдат и офицеров, расквартированных в Осетии, торговцев и ремесленников, переселявшихся постепенно в новороссийские земли. В последующем русскоязычное население пополнилось за счет рабочих, прибывших на новые предприятия горнодобывающей промышленности, на Садонские рудники и Алагирский серебро-свинцовый завод. Это 50-е годы XIX века. Встречное переселение осетин на плоскость происходило в основном на те территории, где были расположены русские крепости, форпосты, станицы. Осетинско-русские контакты этого периода отложились значительным пластом в топонимии Осетии. В основном русский топонимический слой локализуется в Моздокском районе, а также на правом и левом берегах реки Терек от Ильхотовских ворот до селения Редант по линии расположения казачьих станиц. Всего выделено свыше 300 топонимов русского происхождения. При этом нередко с помощью русских формантов образуются топонимы от осетинских или других иноязычных в осетинском языке основ. Например, Кусова, Рамонова, Цаликова, Архонская, Ордонская, Терская,
Змейская, Николаевская, Черноярская, Михайловская, Ольгинская, Предгорная, Притеречная. Важнейшим импульсом для языковой диверсификации и активизации осетинско-русских языковых контактов стало основание в 1784 году крепости Владикавказ, достаточно быстро ставшей Кавказским Вавилоном, куда стекался торговый и рабочий люд из Закавказья и соседних северокавказских регионов. Хотя первую половину XIX века характеризует практически абсолютное моноязычие основных этнических групп – осетин и русских. Языковая ситуация этого периода определяется замкнутым в этнических границах функционированием обоих языков. При этом русский язык на территории Осетии, в рамках русской этнической группы, использовался полифункционально, так же, как и осетинский язык в осетинской языковой группе. Очевидно, что полнота функций осетинского языка, абсолютная в рамках осетинского сообщества, была значительно уже полифункциональности русского языка в русской общине. Если русский язык использовался во всех сферах, присущих национальному языку, то сферами использования осетинского языка было только семейное, общинное и внутринациональное общение, а также сфера религиозного культа, традиционной культуры и устного фольклора. Точками пересечения осетинского народа и русского языка были в основном церковь и школа, точнее их симбиоз в виде церковно-приходских школ. Отдельные попытки расширить функции осетинского языка предпринимаются уже в конце XVIII века. В 1798 году вышла в свет первая книга «Катехизис на осетинском языке», сопровожденный русским переводом. Осетинский текст был отпечатан с использованием церковно-славянской графики. Зарождающаяся письменная традиция была поддержана преподавателем Тифлисской семинарии Иоанном Ялгузидзе, осетином по происхождению, который перевел и издал на осетинском языке несколько религиозных текстов, использовав для этого церковно-грузинскую графику хуцури. Присоединение Осетии к России, помимо прочего, открыло доступ к научному изучению осетинского языка, начало которого связано с именем известного путешественника и кавказоведа, академика Юлиуса фон Клапрота, который не только собрал лексикон из 300 осетинских слов и предпринял первый опыт составления осетинской грамматики, дав основные формы склонения осетинских имен и спряжения глаголов. Его приоритет заключается в выделении двух диалектов осетинского языка – иронского и дегорского, и первом сопоставлении осетинского языка с другими языками, в том числе иранскими. Однако важнейшей его заслугой является то, что в 1822 году в 16-м томе журнала «Annales de voyage» он опубликовал статью «Mémoire dans lequel on trouve l'identité des Ossètes, peuplades du Caucase, avec les Alains du Moyen Âge», где он обосновал этногенетическую преемственность средневековых алан и осетин, определив направление дальнейших научных поисков. Однако в тот период эта преемственность не представлялась очевидной. Сами осетины не сохранили самоназвание алан, используя племенные этнонимы, основанные на диалектных различиях – Ир, Дегора, Туал, Кудар. Алан сохранился только в фольклоре в форме аллон в выражении аллон-биллон, используем великаном Ваигом в выражении аналогичном русскому «русский дух», дух аллон-биллона, то есть аланский дух. В последующем эта ситуация привела к формированию различных научных подходов, от попыток обезличить алан или свести к нулю роль скифо-сарматского элемента в этногенезе осетин, или наоборот, полностью исключить из этого процесса кавказский этногенетический фактор. Дальнейшие исследования привели к разностороннему подтверждению гипотезы Клапрота. Академик Андрей Михайлович Шогрин, заинтригованный сведениями, представленными в работе Юлиуса фон Клапрота,
счел необходимым самому побывать в Осетии и на месте приложить, как он писал, всевозможные старания о самом точнейшем и подробнейшем узнании внутреннего духа и устройства языка во всем его грамматическом составе и объеме самых первых звучных элементов до высшего настоящего развития в синтаксическом употреблении. На Кавказе, и в частности в Осетии, Шогрен находился в течение 1835-1836 годов. И за этот период он побывал почти во всех уголках Осетии, ознакомился с различными сторонами жизни и быта осетин. Ему удалось глубоко изучить осетинский язык, взяв за основу тагаурский диалект, как он называл иронский. В то же время он придавал большое значение изучению идигорского диалекта, установив архаичность его грамматических и лексических форм, что, по мнению ученого, облегчало сопоставление осетинского с другими индоевропейскими языками. Основные результаты осетиновических студий Андрея Михайловича Шогрена нашли воплощение в изданной им в Санкт-Петербурге в 1844 году осетинской грамматике. Это капитальный труд, в котором отражены вопросы фонетики, морфологии, синтаксиса и орфографии осетинского языка, этимологии грамматических форм и лексических единиц. Стоит особо подчеркнуть значение разработанного в этом труде нового варианта графики для осетинского языка на основе русской гражданской азбуки. Широкий объем собранного и использованного языкового материала проявляется не только в богатом иллюстрировании речевыми примерами грамматических правил, но и в структуре приложенного к грамматике словаря, включающего факты обоих диалектов осетинского языка. О научном уровне работы Шогрена говорит в частности тот факт, что в 1848 году автор осетинской грамматики был удостоен премии Вольнея Французской академии наук за особые успехи в области филологии. Именно с этой грамматики и ведет свой отчет научное осетиноведение. Следует отметить, что Шогрен и в последующие годы продолжал заниматься осетинским языком, прилагая немало стараний для совершенствования осетинской графики и терминологии, помогая в переводе религиозных текстов на осетинский язык. В этот же период, в 1846 году, вышла работа барона Розена, которая, однако, ввиду ее краткости и ограниченности рамками описания джавского типа осетинской речи, несопоставима с уровнем грамматики Шогрена. Следующий этап в развитии науки об осетинском языке традиционно связывается с именем Всеволода Федоровича Миллера. Начиная с 1879 года, после его первой поездки в Осетию, он углубленно занимается осетинским языком и фольклором, и в течение последующего десятилетия издает результаты своих исследований в 3 томах осетинских этюдов. В этих трудах Миллера окончательно установлен иранский характер осетинского языка и его место в индоевропейской семье языков. Осетинский язык введен им в научный оборот в рамках индоевропеистики и иранского языкознания. Им заложены научные основы истории осетинского языка и создана прочная база изучения осетинского фольклора. Следует отметить, что в его работах значительно развит заложенный Шогреном сравнительно-исторический подход к исследованию различных аспектов системы осетинского языка. Определенное уточнение в трудах Миллера получили также описание звуков осетинского языка и его морфологии. Еще один крупный проект, задуманный Миллером, составление осетинско-русско-немецкого словаря, был завершен уже после смерти ученого в период с 1927 по 1934 годы. Как отмечал Василий Иванович Абаев, я цитирую, «Один только Всеволод Миллер сделал для изучения осетинского языка и народа во много раз больше, чем все зарубежные ученые вместе взятые». История осетинского языка всегда занимала особое место в осетиноведческих студиях. Положение о принадлежности осетинского языка к иранским, впервые обоснованное академиком Шогреном, было впоследствии развито Фридрихом Мюллером
который доказал родство осетинского языка с иранской ветвью индоевропейских языков, указав при этом на то, что осетинский язык в дигорской диалектной форме сохранил древнейшие черты иранских языков. В работах Всеволода Миллера получили глубокую разработку вопросы, связанные с местом осетинского языка среди других иранских языков, а также с лингвокультурной преемственностью между скифами, сарматами, аланами и современными осетинами, как их потомками. Сравнительно-исторический анализ основного словарного фонда осетинского языка, проведенный Миллером, неопровержимо доказал его принадлежность к иранской группе индоевропейских языков. Названия частей тела, термины родства, обозначения пола, возраста, величины, цвета и прочее, названия явлений природы, имена числительные, местоимения, наиболее употребительные глаголы. Все эти древнейшие фундаментальные разделы лексики носят ярко выраженные иранские черты. Иранский характер имеет также богатая и отлично разработанная скотоводческая терминология, что опять-таки весьма показательно. От глубокой древности скотоводство было основным занятием предков осетин. В итоге многолетние исследования Всеволода Миллера привели его к убеждению, что, цитирую, «можно теперь считать доказанной и общепризнанной истиной, что маленькая народность осетин представляет собой последних потомков большого иранского племени, которое в средние века известно было как аланы, в древние как сарматы и понтийские скифы». Конец цитаты.